Арийский язык и его вибрации в современном языке осетин. Скифский язык жив. Это современный осетинский язык. Всеволод Миллер. Для того, чтобы назваться скифом, надо предъявить скифский язык, которого ни у кого нету, кроме осетин. Это надо предъявить скифскую традицию. Почему они молились мечу? Я считаю, что это был крест. Меч-крест, который принесли нарты на землю. И это есть в нартском эпосе. Надо предъявить мифологию. Для малочисленного осетинского народа самые богатые мы не золотом, не алмазами, а именно эпосом. Арийские символы, знамя у нас, барс у нас, язык у осетин, мифология, вера, традиция. Это свадьбы. Свадьба – это не то, что сегодня происходит. Это все было сакральное, это все было связано с небом, это все было связано с космическими законами. То осетинский язык сохранил матрицу арийского языка. Авестийский. На нем говорил Заратуштра. Арамейский. На нем говорил Христос. Скифский. На нем говорил Рама, а также сарматы, аланы, осетины. Сакский. На нем говорил Будда. Кушанский. На нем говорил Махамад. Медийский. Бактрийский. Хета, Хурийский. Памирский. Сензар, Сензар. Язык жрецов Атлантиды. Санскрит. Язык жрецов Индии. Он сказал, Инаяб-хан, что человечество говорило на одно, это в Библии написано, что был один язык, один народ, и этот язык назывался материнским языком человечества, понимаете? Точно так, как сегодня называется осетинский язык. Я дешифровала все слова, взяла за основу осетинские слова, плюс рунический круг народа, который жил в Арктагее, Арсии, Гиперборее она называется. А себя они называли арсиане. Вирт пишет о них, что они жили 24 тысячи лет назад. А махатмы говорят, что эта цивилизация существовала уже 399 тысяч лет назад. И как раз действительно ее сакральность именно можно узнать через осетин, зная осетинский язык. Народ Туата Даданан нес с собой священный ряд, рунический календарь, сопряженный с культовыми формулами, руническими песнями. Этрусский и раннегреческий алфавит отнюдь не финикийское заимствование. Это варианты алфавита Туата, переданного и морским, и сухопутным путем, и лишь впоследствии подвергшегося новому финикийскому влиянию. Все современные языки – это пародии на язык и не более того. Герман Вирт. История символов языка и духа. Когда начала знакомиться с мировой традицией, с мировыми верами, особенно арийского толка, открыла сакральность того, что происходит. Зороастрийцы на рассвете вставали на горе, делали из двух больших пальцев крест и прикладывали ему к третьему глазу, к духовному. На всех древних храмах, во всех 200 тысяч лет назад строились пирамиды, и в них кресты, и в них свастики. Западные ценности не сделали человека духовно прозревшим. Сытым – да, обутым – да, информированным – да, самонадеянным – да, чутким в чужой беде – нет, милосердным – нет, ответственным за содеянное – нет, благодарным тем, за счет кого ты живешь – нет. То есть материальный человек бездуховный – это мусор для космоса, и его рано или поздно уберут. И убирают войнами, болезнями, автокатастрофами, самолеты рушатся и падают. Это не просто так. Земля снимает с себя мусор, она не хочет жить под мусором. Что мы оставим после себя, кроме никому в космосе ненужного хлама, загаженной земли и ее водоемов? В духовном плане и того хуже. Безверие, цинизм, невежественное потомство, которое от первых невзгод уходит в наркотическое небытие, блуд и скотство тела.